В марте индекс PMI в промышленной сфере Китая повысился до отметки в 50,1, но он все еще остается примерно на уровне 50. Что это означает для второй крупнейшей экономики в мире? Сегодня со мной на связи экономист и эксперт по экономике Китая в компании Capital Economics Джулиан Эванс Причард. Добро пожаловать на Дукаскопе ТВ, Джулиан. Небольшое восстановление индекса PMI в промышленной сфере Китая может служить доказательством того, что монетарное стимулирование работает. В какой-то степени да, мы действительно видим реальное повышение индекса PMI в промышленной сфере Китая. Но при этом не стоит забывать, что существует два индекса PMI. Индекс от HSBC продолжает падать, даже несмотря на то, что недавно они повысили свои прогнозы для этого индекса. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что монетарное стимулирование от Центрального банка было выгодно в основном крупным фирмам, которые в большей степени представлены в официальном индексе. То есть монетарная политика Центрального банка в принципе оказывает положительное влияние на некоторые сферы экономики. В частности, это касается крупных фирм и промышленных предприятий, поскольку они получили доступ к обширному кредитованию от банков. Соответственно, они и получили наибольшую выгоду от недавнего понижения процентных ставок. При этом остальные сферы экономики все еще находятся в затруднительном положении, и экономические показатели в этих сферах ухудшаются. Кроме того, монетарное стимулирование не оказало поддержку мелким фирмам. В целом мы видим смешанную картину в экономике Китая на данный момент. Многих удивило усиление экономической активности Китая в марте. А какие результаты вы ожидали увидеть? Мы ожидали увидеть не такие положительные результаты, учитывая, что последние экономические данные Китая были разочаровывающими. Конечно, последние данные индекса активности в промышленной сфере стали положительным сюрпризом, но я не думаю, что они кардинально изменят общую картину в экономике, поскольку данные экономической активности за прошлый квартал были очень слабыми. Они были намного ниже, чем многие ожидали. Именно поэтому ожидания по поводу индекса PMI были такими незначительными. Даже несмотря на то, что экономические условия для крупных компаний улучшились, мы все еще наблюдаем резкое снижение экономических показателей. Мы полагаем, что в первом квартале рост уровня ВВП составит 6,1%. Это намного ниже целевого уровня в 7%, который установил Центробанк. На этой неделе с целью стимулирования продаж на рынке недвижимости Центральный банк Китая снизил первый платеж, который необходим для покупки второго жилья. Как вы считаете, увидим ли мы дальнейшее смягчение монетарной политики в Китае? На мой взгляд, это довольно положительный сигнал. Стоит помнить, что главная цель действий Центрального банка – это устранение избытка предложения на рынке недвижимости. При этом это не обязательно делается с целью усиления роста этого сектора. Даже если объемы продаж начнут расти благодаря таким действиям Центробанка, это не обязательно будет способствовать усилению активности в строительном секторе. А это очень важный момент для роста сферы недвижимости и всей экономики. В целом, на рынке недвижимости в Китае сейчас присутствуют повышенные объемы предложения. Количество непроданного готового жилья увеличивается уже на протяжении довольно длительного времени. Потому застройщики хотят как можно больше продать, и они, несомненно, получат выгоду от увеличения объемов продаж. Но это не гарантирует, что они сразу же начнут строительство новых проектов. При этом государство также частично ограничивает разработку и строительство новых объектов. Как вы верно отметили, они снизили первый платеж на покупку второго дома. Все эти меры помогут устранить повышенные объемы предложения на рынке недвижимости. Но главная цель – это восстановление сферы недвижимости в долгосрочной перспективе. Влияние этих мер в краткосрочной перспективе – это лишь побочный эффект. В целом, в течение нескольких следующих месяцев мы ожидаем увидеть воплощение дополнительных мер для регулирования сферы недвижимости и обеспечения ее нормального функционирования в будущем. Скорее всего, Центральный банк будет и дальше понижать процентные ставки. Если правительство планирует все же достичь целевого уровня роста экономики в этом году, то им предстоит еще поработать над воплощением дополнительных мер. С нами был Джулиан Эванс Причард из Capital Economics. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ и эксклюзивных интервью. Всего доброго!